Завтра, 25 июня, у нас город Уфа будет встречать со всей республики краеведов нашего края. Состоится форум краеведов Республики Башкортостан. Поговорим о его целях и для чего в принципе собираются все краеведы у нас в столице. А более подробно с нашими гостями. Это Кирилл Викторович Переходенко, член правления Союза геральдистов России. Доброе утро. Доброе утро. И Юсупов Юлдаш Мухамматович, руководитель Центра социокультурного анализа Института стратегических исследований Республики Башкортостан. Юлдаш, доброе утро. Доброе утро. Сразу первый вопрос, мне кажется, который возник не только у меня, но и у наших телезрителей. Геральдисты. Кто эти люди? Чем они занимаются? Кирилл Викторович, буквально немного о профессии. Да, этот вопрос здесь часто возникает. Геральдист – это человек, который занимается изучением геральдики, то есть истории гербов. И, соответственно, с одной стороны. И с другой стороны, это практики, которые создают новые гербы. То есть, соответственно, герб – это целая система такая символическая, которая существует уже несколько столетий. В России она с 18 века развилась. Вот. И ее изучение, ее современное воплощение, оно, конечно, требует очень больших сил, внимания, скрупулезности, знания традиций, истории, ну и, соответственно, творческого подхода в современности. Как у нас в Башкирии с этим обстоит дела? Вот вы же не первый раз у нас, да, замечаете, Да. какие-то, может быть, какие-то комплименты нашей столицы, республики? Вне всякого сомнения, действительно, в Башкирии очень неплохо обстоят дела с геральдикой, и на государственном уровне, и на муниципальном. Все районы и города имеют свои гербы. В плане личной родовой геральдики тоже здесь республика выделилась в положительном плане, поскольку здесь реализуется сейчас первый в нашей стране проект именно родовой геральдики. Рода не как семьи отдельной, а рода как у целого племени. Ну и вообще, когда въезжаешь в город, видишь, везде используется герб города, флаги республиканские. Это, конечно, очень приятно, это создает особое торжественное настроение. Вот для нас, мне кажется, это уже немножко замысленно стало, потому что мы каждый день с этим сталкиваемся. А вот люди приезжают, да, Юлдаш, и приятно. А вот вы уберите эти знаки с улиц города и сами заскучаете. Это точно. Юлдаш, расскажите основные темы, так скажем, форума, то есть о чем там будет идти речь? Да, форум на самом деле ожидается достаточно масштабный, но, конечно, в условиях современной ситуации, да, всего, конечно, можно и расширять. В каждом районе есть краеведы, ведь под краеведами мы кого подразумеваем? Не только тот, который в архиве сидит, там делает родословно и так далее, историю деревень, но и, например, тот, кто занимается реконструкцией одежды, например, кто занимается традиционными видами спорта, к примеру, да, тот, кто изучает топонимику, да, то есть это целый комплекс, на самом деле, вот таких вот направлений, и этих людей мы собираем по районам, мы приглашаем сюда, ожидается до 200 в условиях современной ситуации, до 200 человек будет участвовать. Будет разбито на секции. Одна из, наверное, таких ключевых направлений, это, конечно же, наша геральдическая тема, поскольку буквально в этом году мы активно совместно с Всемирным Курултаем Башкир проводили съезды башкирских родов, где, собственно, как раз-таки геральдика очень была хорошо задействована. И Кирилл, он активно участвовал в этом процессе, в разработке этих гербов и так далее. То есть и эти вопросы мы обсудим, придут люди, будут все это обсуждать, будут показывать и так далее. На что в первую очередь, Кирилл Викторович, вот, скажем так, акцент внимания при разработке каких-то гербов? Это же, это же не просто так вот как бы фантазия, да, Да, конечно. Так. Ну, творческий полет фантазии, он необходим. Ну, не без этого. Но герб, с одной стороны, это для Башкирии новый вид символов, потому что существует традиционная символика, основанная на системе тамг, на каких-то еще символах, это вот дерево, птицы родовые, да, вот, известные, куница, да, известно уже несколько столетий. И создавая гербы, мы в первую очередь сохраняем то культурное наследие, которое существует. Но рассказываем его в гербе языком геральдики. Потому что, собственно, вот тамги, допустим, символика тамг, она очень древняя, она очень интересная, но она понятна довольно узкому кругу людей вот, в рамках республики. А геральдика – это язык символов, понятный на всей планете.
То есть без разницы, русский, башкир, итальянец, француз, увидев герб, он понимает, о чем идет речь. И, собственно, наша задача была сохранить вот то, что уже есть, и рассказать вот как бы новым языком. Ну, не новым языком, конечно, геральдика, тоже традиционный язык, но для Башкирии, вот для родовой символики это, конечно, новый язык. То есть вот, мы не создаем ничего кардинально нового, то есть не убираем прошлое, и там, в сундук не говорим, что все. Нет, мы это прошлое актуализируем. Собственно говоря, вот это основная задача, основной подход. Ильдаш, смотрите, вы сказали, что ограниченное количество людей могут принимать участие в форуме. Порядка 200 человек. Но это вот чисто специалисты только, я правильно понимаю? Ну, специалисты, так сказать, широкого профиля, да, то есть все равно те люди, которые сегодня активны в районах, в регионах, это те же самые общественники. Это, по сути, можно сказать, зеркало нашей общественности, местных сообществ, да, и они также активно участвуют в формировании общественной среды в городах своих, да, там в поселках и так далее. Это те же самые люди. Мы их просто объединяем в данном случае. То есть даже это, можно сказать, съезд таких общественных, точнее, форум таких общественных активистов, потому что всегда краевед и общественные активисты. Списки уже сформированы. То есть вот те, кто нас сейчас смотрит, вдруг кто-то из общественников тоже увлекается этим, занимается и хотел бы принять участие. Как-то можно ли попасть? Или уже все, в этот раз? Ну, списки успел. в данном случае, конечно же, сейчас они формируются. Ну, я думаю, имеет смысл подать заявку, В любом случае, каждому. через Национальный музей или Общество краеведов. Общество краеведов в первую очередь. Общество конечно. краеведов и Национальный музей. То есть это сайты, это какие-то вот, скажем так, ссылки. Можно обратиться. Собственно, руководитель Общества краеведов всегда открыт. Закарнаев Марат Нигальевич. Те, кто не попадут в силу ну, так скажем, каких-то определенных обстоятельств, где смогут познакомиться вот с результатом этого форума? То есть вот обсуждение, то есть это же будут какие-то итоги подведены? Да, ну, во-первых, будет, конечно, все это широко освещаться в СМИ, я надеюсь. Ну, как бы уже главный телеканал объявил об этом. Да, ну и, конечно же, мы рассчитываем, что на каждом секционном заседании будет отдельно вестись как минимум запись. Потом, собственно, все это... С чем можно будет, ознакомиться. Да, потом все это будет нарезаться в виде Кирилл отдельных Викторович, передач. следующий вопрос к вам. Для чего, в принципе, нужна вот геральдика, символика? То есть что она дает? Ну, это вопрос такой очень многоплановый, на него можно часами разговаривать, у нас, наверное, сегодня нет столько времени. У нас 1,5 минутки буквально. Да, но, во-первых, герб — это тот визуальный образ, который рассказывает о своем владельце, о его истории. И сейчас, принимая, допустим, гербы, когда род принимает герб, он в первую очередь сохраняет свою историю визуально, вот, сохраняет память. И тут мы можем говорить о патриотическом воспитании, да? Потому что когда ребенок с детских лет видит этот герб, у него возникает вопрос, а что это, почему эти символы связаны со мной, а как они связаны? Почему мои символы отличаются от символов соседа, да? А что в них заложено? И воспитание, собственно, памяти рода, оно происходит именно с молодых лет, и в дальнейшем уже у человека не возникает вопросов. А кто я, откуда? Мы же понимаем, что вот есть такая поговорка «Ивана, не помнящая родства», да? То есть когда говорят о том, что люди забыли свою историю. Вот, а герб позволяет эту историю не забывать, а помнить ее, и чтобы она была актуальной, понятной, живой и передавалась, собственно, из поколения в поколение, сохраняя традиции рода, народа, этноса, государства. Да? В первую очередь это патриотизм, воспитание, ну и, конечно же, сохранение истории. Это сохранение истории, это патриотизм, это просто красиво. Ну, как это минимум. Просто, да, это как минимум красиво. Для каждого из нас. Вот мы сегодня говорили о том, что выезжаешь в город, видишь гербы, флаги, и это создает особое настроение. Когда проводятся какие-то торжества, мероприятия, и мы опять же используем символику, флаги, гербы, это особое настроение, это красота, это тот особый дух, который гербы тоже создают. Как приятно, мне кажется, для каждого выйти на праздник и увидеть свои родные цвета. Конечно, конечно. Спасибо большое. Мы вам желаем результативного форума. И пусть результаты, да, о них узнает вся республика. Ну и потом, как говорится, будем передовые в этом направлении. Пускай все остальные регионы присоединяются к нам и будут также изучать свои, друзья, свой этнос, свою историю. У нас в гостях были Кирилл Викторович Переходенко, член правления Союза геральдистов России. Ну и также Юсупов Юлдаш Мухаматович, руководитель Центра социокультурного анализа Института стратегических исследований Республики Башкортостан. Спасибо вам большое.